Списки прошлогодних горе-водителей будут обнародованы в интернете. Какие еще меры безопасности предприняты в дни праздника Мархаш? Оплата на дому. Сотрудники Ингушрегионгаза совместно с администрацией Назрани провели рейд по неплательщикам. Укомплектованы. Региональный Минспорт распределит масштабную партию спортивного инвентаря по отдаленным школам и ФОКам региона. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Удалось урегулировать несколько десятков конфликтов и примирить около 10 кровников. Совет Тейпов подвел итоги работы общественной организации за первое полугодие текущего года. Как и ожидалось, священный месяц Рамадан стал наиболее умиротворенным, считает руководитель Совета Улан Евлоев. Одним из самых больших успехов он назвал запрет на умыкание невест с целью последующего вступления в брак. Руководитель региона отметил, что общественники должны активнее помогать правоохранителям. Совет необходимо подключить и к работе с должниками за услуги ЖКХ. Глава республики призвал держать намеченный курс и усилить деятельность во время Мархаш. В Мархаш будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Стражам правопорядка рекомендовано усилить контроль над оперативной обстановкой, а правительству и главам муниципальных образований организовать круглосуточное дежурство и ежедневно докладывать о ситуации в Республиканский оперативный штаб. Муслим Ганиев поподробнее. Обеспечение безопасности при террористической угрозе и снижение аварийности на дорогах – вот основные направления работы правоохранителей в период празднования окончания священного месяца Рамадан. По прогнозам специалистов, ожидается увеличение транспортного потока в 1,5 раза. Ключевая задача ГИБДД – снизить количество пробок и дорожно-транспортных происшествий, а также выявить тех, кто водит автомобиль, не достигнув совершеннолетия, будучи пьяным или без государственных номерных знаков. Основную работу в этот период проведут сотрудники ГАИ. Основные транспортные потоки будут передвигаться в первый день праздника где-то с 12 до 22 часов. В остальные дни интенсивное движение будет начинаться уже с 10, а то и с 9 часов. И соответствующая разъяснительная работа с личным составом руководства управления проводится. И только сотрудников отдельного батальона ДПС и управления праздничным днем 2 будет порядка 180 человек ежедневно. Безусловно, сотрудники территориальных органов строевых подразделений будут контролировать дорожное движение в зонах ответственности. Амир Султыгов заверил участников заседания в том, что силовое ведомство в целом готово поддержать правопорядок в Ингушетии. Чтобы улучшить ситуацию на дорогах и снизить число аварий до минимума, глава республики распорядился разместить в интернете списки водителей, которые уже нарушали правила дорожного движения в прошлый Мархаш, чтобы общественность республики, как говорится, знала своих героев в лицо. Если в этом году они повторят подобные нарушения, списки будут переданы Совету Тейпов республики, а в отношении нарушителей приняты более жесткие меры. Можете пойти по телевизору, предупредите. Но если в этом году еще раз попадутся, то есть как профилактику проведите эту работу, это раз. Не было повтором. А если будут повторы, там уже самые жесткие меры принимать. И второе, здесь надо тоже сейчас по линии МВД поработайте. Вот, то, что мы говорим, бесцельная стрельба, там, нарушения, там, где они доработали участковые. Если не было в прошлом году разбора этого, это плохо. То есть, если был разбор, всех вот этих товарищей собрать и всех начальников, тут надо очень серьезно поработать с начальником участковых служб на территориях, заместителем начальника ОВД по общественной безопасности, всех собрать и предупредить. Повторное попадение в эту когорту грозит увольнением. Также, чтобы снизить количество аварий и пробок, глава Ингушетии велел приостановить ремонтные работы на дорогах в праздничные дни. Ярко выражено, то все работы прекращают, никаких ремонтов, ничего не делать на эти 3 дня, чтобы людям не мешали ездить. Но сейчас уже максимально то, что можно сделать, сделайте. Там, где и в сторону от Шелуков, там посмотрите, и в эту сторону, максимально все, что можно. Но качественно. Если вы не можете качественно положить асфальт, то не надо торопиться. Лучше подождем, ничего страшного. Послушаем критику. Понятно? С учетом этого продумайте. Особо обратите внимание на минимизацию пробок по федеральной трассе. Руководитель региона призвал стражей порядка усилить контроль над оперативной обстановкой, а правительству и главам муниципальных образований велел организовать круглосуточное дежурство и каждый день докладывать о ситуации в период праздника в Республиканский оперативный штаб. Муслим Ганиев, Юнус Сычоев, Новости 24.
В Далакове сегодня раздавали необходимые продукты питания многодетным семьям, детям-сиротам и людям преклонного возраста. Это еще один благородный жест в дни священного Рамадана. Благотворительная работа носит выверенный характер. Сотрудники местной администрации владеют информацией о нуждающихся, и по спискам помощь дойдет до каждого. Ирина Сычева продолжит. Долг каждого мусульманина в священный месяц Рамадан – помогать нуждающимся. Администрация Далакова организовала благотворительную акцию «Милосердие» по раздаче сага малоимущим семьям. Мать-одиночка Залина Терлоева одна воспитывает 5 детей. Женщина попала в трудную жизненную ситуацию после смерти мужа. Продуктовая помощь для моей семьи неоценима, признается она. Буквально год назад местные власти при помощи спонсоров построили ей дом. В каких условиях она жила раньше, трудно и представить. Сегодня местные власти порадовали ее вновь. Очень приятно и часто мне оказывают такую помощь. Благодарю всех, кто обо мне вспоминает, и моих детей. Огромное им спасибо. Зине Даурбековой пришлось нелегко после смерти сына, который был для матери единственной опорой и надеждой на достойную старость. Окрасить одиночество теперь ей помогают местные власти. И как человеку, проработавшему в сельском хозяйстве 36 лет, Залине как никому приятно, что ее помнят. Очень приятно, что они нас не забыли, помогает Рамазан месяц. И в Новый год они мне помогли. Я осталась без семьи. Продукты питания, а именно сахар и рис, сегодня получили многодетные семьи, дети, сироты и люди преклонного возраста. Мы охватили 40 семей. Значит, планируем еще 60 семей. Значит, всего у нас слоев там малоимущие. Значит, у нас есть дети-сироты, полусироты, ветераны труда. Самая лучшая милостыня та, что оказана в священный месяц Рамадан. Подобные акции работники администрации планируют проводить регулярно. У них на руках списки тех, кто нуждается в помощи особенно остро. Ирина Сычева, Магомед Урусханов. Новости 24. Сегодня в историческом формуляре появились 4 новые записи. Уполномоченный летописец Абдулвагап Асканов зафиксировал состоявшееся 4 июня гашение почтовой марки «Почты России». Напомню, она посвящена Башне Согласия, визитной карточке Ингушетии. Вторым важным событием за прошедшее время стал турнир «Битва в горах». Теперь он внесен в Книгу рекордов России, как самое массовое мероприятие на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Зафиксировали и переизбрание нового председателя Народного собрания Ингушетии. 14 июля им стал Мухарбек Декажев, а 17 июля муфтием республики вновь выбран Иса Хаджи Хамхоев. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня представляло собой для спасателей Малгобекского подразделения тест на профпригодность, а для рядовых жителей республики мастер-класс о том, как себя вести в случае ЧС. Репортаж Миланы Хашагульговой. Работа комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжается. На очередном заседании обсуждают различные вопросы. В основном речь шла об оповещении населения в случае возникновения ЧС, о готовности сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о создании пунктов временного размещения. Все эти мероприятия проводятся для того, чтобы обучить руководящий состав, органы управления, службы жизнеобеспечения, чтобы как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации. Вот для этой цели проводятся вот такие командно-штабные учения. Заседание прошло в форме диалога. На поставленные вопросы работники служб отвечали, осознавая всю серьезность проводимых мероприятий. Ведь ЧС может возникнуть в любой момент, а от готовности подразделений зависит жизнь людей. Цель учения – проверить готовность звена территориальной системы обеспечения Малгобекского района по защите населения при угрозе чрезвычайной ситуации, связанной с оползневыми процессами станицы Вознесеновская. Необходимые силы и средства в наличии имеются, но тем не менее проводить плановые заседания, готовить сотрудников, а также донести до населения, как себя вести в той или иной ситуации – главная задача комиссии по чрезвычайным ситуациям. Милана Хашагульгова, Рахман Цуров, Новости 24. Многоквартирный жилой дом при въезде в Магаз сдадут в эксплуатацию уже в октябре этого года. Монолитное строение прослужит 250 лет. Эта 18-этажка сейсмоустойчива, выдержит 8-бальную тряску. 70% работ уже позади. Проектировщики продумали все условия для проживания. Зеленая зона, детская площадка, автостоянка и многое другое, о чем подробнее расскажет Залина Магушкова.
В Назрани гордо возвысился 18-этажный жилой дом. Это первая высотка в Ингушетии. Строительство ее было начато в 2012 году. И по словам подрядчика, сдача в эксплуатацию планируется в октябре этого года. Уже в скором времени смогут отпраздновать новоселье молодые семьи, для которых и было рассчитано это здание. Здесь на первом этаже разместятся помещения общественного назначения. Со 2 по 18 этажи жилые квартиры. Всего 238. Строительство идет полностью по плану, никаких сбоев не было. Все идет, каждый занимается своим делом. В смысле строители. То отделку делает, то внутренние отделки сверху, фасадные работы, электрификация полностью. Сейчас будут отопление делать. Так, все идет своим чередом. Многоквартирный жилой дом постепенно обретает свой проектный вид. Практически закончена фасадная отделка, но в дождливую погоду приходится временно приостанавливать работу. Тем не менее, это не мешает завершению фасада в срок. Так как наверху работаем электроинструментами, дрелями и перфораторами, и поэтому не можем работать в дождливую погоду. Всего на объекте задействовано около 100 специалистов. Параллельно ведутся работы по прокладке водопровода, электричества, отопления. В самом разгаре и внутренние отделочные работы. Работа нормально, двигается все. На этот 3-й секции мы закончили. Межквартирные, межкомнатные перегородки, все. Идет малярная работа. Следующую, на 2-й секции уже в ближайшее время межквартирные, межкомнатные перегородки все закончим. Высотные здания – это совершенно другой уровень, как по сложности строительства, так и по качеству сервиса и инфраструктуры, которыми необходимо их снабдить. Здесь осуществляется так называемое монолитное строительство. Если, к примеру, кирпичный дом рассчитан на 100 лет эксплуатации, то монолитное уже на 250. Здание разделено на 3 блок-секции антисейсмическими швами, совмещенными с осадочными и температурно-усадочными швами. В соответствии с техническими требованиями высотка выдержит землетрясение 8 баллов. Зеленая зона, детская площадка, автостоянка и многое другое появится на близлежащей территории. Проектировщиками продуманы все условия для проживания. До последних штрихов еще рано, но и они уже не за горами. Залина Магушкова, Гапур, Киев, Новости 24. Сотрудники Ингушрегионгаза совместно с администрацией Назрани провели рейд по неплательщикам. Взимали только текущие задолженности, при этом хозяева домовладения шли на контакт охотно, платили практически исправно. Складывается такое впечатление, что потенциальным должникам просто нравится внимание со стороны ответственных служб. И подворовый обход позволяет погашать оплату, не выходя из дома. Только вот с 5 августа отключения газа и воды уже не избежать. Репортаж Индиры Манкиевой. 10-15 тысяч – это не предел. В списках неплательщиков мелькают суммы покрупнее. Контролеры Ингушгаза вышли на рейд по сбору платежей. Общаясь с одними должниками, найти компромисс удается. Хотя встречаются и те, кто просьбу оплатить не понимают. Сегодня контролеры собирали только текущие задолженности. Люди, как ни странно, охотно шли на контакт и старались сразу отдать хотя бы часть накопившегося долга. Мы охватили улицу Гекала. Частичная оплата, не все оплачивают, но частичная оплата сегодня, хотя и время такое трудное сейчас. Люди стараются оплачивать хоть сколько. Людмила Мержоева сегодня погасила почти весь долг за газ. Она рассказывает, что старается не задерживать плату за коммунальные услуги. После праздника тоже постарайтесь взять акт сверки, сколько у вас там долг еще остался. Может, еще льготные деньги придут. И показания счетчика обязательно 25 число сдавайте. Мероприятие продолжается уже 2-й день. Пока сборы будут проходить по Назрани, а после по всему Назрановскому району. Вопрос по сбору платежей за коммунальные услуги сегодня утром обсуждался в администрации города. Руководством республики поставлена задача довести текущие платежи до 100%. Речь не идет о старых долгах, а просто все должны понять, что за то, что мы потребляем сегодня, мы должны 100% платить. Совместно с газовиками на рейд вышли и представители МУП-водоканала. Как они пояснили, с 5 августа уже начнутся отключения газа и воды. В итоге из-за некоторых нерадивых абонентов страдать придется и тем, кто оплачивает счета вовремя. Индира Манкиева, Резван Аушев, Новости 24. Загрязнение реки Очелучки стало поводом для разбирательства между администрацией Средних Очелуков, Комитета по экологии, местными жителями и журналистами НТК. Мусор, ставший уже неотъемлемой частью прибрежного пейзажа, наносит урон как природе, так и здоровью живности. Регулярные обращения с просьбой принять меры заканчиваются беседами или угрозами штрафов в отношении нарушителей. Ну а результат прежний. Слово Марии Местоевой.
И вот опять мы на берегу Ачелучки, которая все так же загрязнена. Берег немного расчистили, сбросив строительные отходы вниз, ближе к руслу реки. Куски шифера, которые точно никак не разлагаются, торчат из небольших горок мусора. Одно радует: канализационные трубы, которые вывели из домов, стоящих на берегу, убрали, а может, просто обрезали и присыпали мусором, чтобы их нельзя было обнаружить. По словам местного жителя, раньше в этой реке водилась рыба, а сейчас опасно пускать животных на водопой. Раньше, когда я был маленьким, я сюда водил скот на водопой. И скотина с удовольствием пила эту воду. Тут водилась рыба. Все было нормально, все было чисто, хорошо. Когда были старики живы. А сейчас, вот начиная с верхних Ачелуков, кто побогаче, у того труба побольше, кто победнее, у того труба поменьше канализационная. Все вот направляется сюда. То, что нам наши предки оставили, чистого, хорошего, то мы своими руками уничтожаем сегодня. Представители администрации говорят, что борются с нарушителями разными способами, но ни беседы, ни штрафы никак не влияют на добросовестность жителей. Они все так же засоряют прибрежную зону. Как мы боремся? Выезжаем, привлекаем участкового, штрафуем население, вот те, которые особенно выбрасывают мусор. Так серьезно не можем их, людей. Ну, штрафуем и все. В административном порядке. А так других у нас этих рычагов нету. По словам сотрудников Комитета по экологии и природным ресурсам, их ведомством недавно проводились проверки на этом участке, и засоренность приобрела большие масштабы. Специалистами был составлен акт, по которому на администрацию сельского поселения возлагается штраф. Администрация населенного пункта непосредственно в ответе отвечает за санитарное состояние водного объекта, который расположен на территории данного населенного пункта. Сейчас с нами составлено, вот есть у нас и фотоматериалы, есть и акт, есть протокол. Спустя 3 недели после проведенной проверки комитет обязан снова выехать на объект, чтобы убедиться, что взыскание и предупреждения подействовали. В случае, если администрация не найдет способа довести до местных жителей необходимость уборки хотя бы прилегающей территории к домам, то экологи имеют право подать заявление в прокуратуру. Но остается надеяться на то, что сознательность жителей внезапно проснется. Мария Мистоева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Учебные и спортивные заведения отдаленных уголков Ингушетии укомплектуют инвентарем. Это один из пунктов госпрограммы, реализуемой региональным Минспортом. Учитывались пожелания тренеров и представителей ФОКов. Репортаж Фатимы Катиевой. Во дворе Минспорта встречают фуру, загруженную спортивным инвентарем. Самое необходимое для комплектации спортивных залов, а это татами, борцовские ковры, боксерские ринги, получат школы в Алхастах и Чермене, ФОК Нестеровского и Федерации вольной борьбы и кикбоксинга. Ежегодно в рамках государственной программы составляется заявка, в которой учитываются все пожелания тренеров и представителей спортивных заведений. На этот раз настала очередь более отдаленных районов республики. Это малое количество из того, что мы еще должны приобрести. Вот где-то в ближайшее время будет поставка другого и будет такое же мероприятие проводиться. Боксерские ринги и 3 груши достались спортивному залу Чермена. За неимением ФОКа спортсмены хотят оборудовать школьный подвал, чтобы заниматься боксом можно было профессионально. Представители Нестеровского ФОКа также забрали с собой инвентарь для бокса, 1 ринг и 6 груш. Мы получили боксерский ринг для ФОКа в Нестеровской и 5 боксерских груш. Боксерский ринг необходим для достижения хороших результатов, и без боксерского ринга практически очень сложно что-либо сделать. ФОКу Нестеровского около 2 лет. По словам тренера, комплекс регулярно посещает более 300 человек. У спортсменов есть возможность посещать секции по боксу, дзюдо, греко-римской борьбе и тяжелой атлетике. Министр сказал, что еще окажет нам помощь в выделении спортивного инвентаря и боксерских перчаток, и формы, и так далее. И нам, конечно, есть необходимость в этих вещах. Я думаю, в скором будущем все это приобретем. Федерация дзюдо для Назрановского зала «Динамо» тоже получила необходимое. Профессиональные татами и кимоно для начинающих дзюдоистов. Татами было старенькое, можно сказать. Сейчас новые татами. Еще лучше мы будем тренироваться, в лучших условиях. И экипировка будет у нас, кстати. Можно будет работать только и показывать хороший результат. Марина Катиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.
Австрия, Чехия, Польша и Италия. Путешествие по городам Европы в целях культурного обмена совершили представители Ингушской межрегиональной молодежной организации «Дом мира». Вояж был запланирован по программе «Культура народов России». Знакомство с традициями других стран, демонстрация национальных обрядов и языковая практика. Все плюсы в репортаже Залины Могушковой. Увидеть красоту Европы и представить ингушскую культуру – с такой целью делегация из республики совершила поездку по программе «Культура народов России». В течение 14 дней участники побывали в таких странах, как Австрия, Чехия, Польша и Италия. Поездка была подготовлена межрегиональной общественной организацией «Дом мира». Ребята познакомились с культурой народов Европы, а также попытались передать особенности ингушской национальной культуры посредством танца и песен. Как только наши девочки начали танцевать, весь зал начал хлопать, все вытащили телефоны и начали снимать. Это, конечно, было очень приятно для меня и вообще для нас всех. Во время поездки ребята познакомились с представителями различных национальностей. Такое общение послужило отличной практикой в изучении иностранных языков. Появилась колоссальная мотивация выучить получше уже английский, хотят изучить немецкий. Да, я так думаю, и итальянский тоже, потому что очень красивый язык. Выступление ингушской делегации не оставило равнодушными иностранных зрителей, представителей других регионов России. Ребятам вручили памятные дипломы, затем они обменялись национальными сувенирами с другими участниками. Молодежь, которая поехала вместе со мной, она получила большой заряд положительных эмоций. Впечатления хорошие. И то, что дети у нас, молодежь у нас коммуникабельная, легко вступала в контакт и с другими представителями наций. И в Европе легко могли объясниться на английском языке. Ну, это, конечно, очень радовало. Подобные поездки дают положительное представление об ингушской культуре и формируют взаимное уважение между народами. Залина Могушкова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.